Ассаламу алейкум, Махве. Добрый день, дорогие друзья. Хочу рассказать короткую историю. Некоторое время назад ко мне обратился один мой знакомый, товарищ, сказал, что он со своим родственником должен был поехать во Францию, в Париж. Но ввиду того, что он сам никогда в Европе не был и в Париже в том числе никогда не был, он меня спросил: вот у тебя же есть знакомые, друзья в Европе, не проживает ли кто-нибудь из них в Париже, есть ли кто-нибудь, к кому мы могли бы обратиться, если вдруг там не будем знать, как решить тот или иной вопрос, куда мы могли бы обратиться, чтобы элементарно люди могли объяснить что-нибудь. У меня, конечно же, есть друзья, знакомые во Франции, но, к сожалению, я не знал, кто из них точно проживает в Париже и проживает ли его вообще, но я знал другое. Есть много людей, которые мне позвонили в свое время и сказали: если кому-то, если чеченцу в данном случае, или выходцу из Чеченской Республики, здесь, в этом регионе, в этой стране, в этом городе нужна будет помощь, обязательно позвони мне, я сделаю все, что смогу. И таких людей у меня в телефоне более 100 человек. И за это огромное им спасибо. Это совершенно незнакомые люди, практически никого из них я не знаю, но я надеюсь, что с каждым из них в последующем познакомлюсь. И получилось так, что я набрал Париж, набрал слово, которое я записываю дополнительно для того, чтобы обозначить именно этих людей. И у меня высветилось имя Хамзат. Я позвонил Хамзату. Я Хамзата никогда не видел, мы с ним не знакомы. Я ему сказал, что так и так приезжают двое моих товарищей, и могли бы они к нему обратиться в случае чего, если им нужна будет какая-то помощь. Хамзат сказал: конечно, какой вопрос, давай мне их номер телефона, я сам с ними свяжусь. Они связались. Я, честно говоря, ввиду своей рабочей загруженности про это забыл, но спустя некоторое время ко мне навстречу приходит мой тот самый товарищ, который собирался поехать во Францию, и рассказывает: Хамзат, он, кстати, родом с Чечен-Аула, его друг Айса с Гудермеса и еще один его друг Мурад из Хасавюрта. Они приехали их встречать в аэропорт. На несколько дней, пока они были в Париже, они бросили все свои дела, отпросились с работы, взяли там отпуск за свой счет, о чем я их даже не просил. Они все свои дела оставили, приехали, встретили их в аэропорт, и в течение нескольких дней, пока мои знакомые были в Париже, они от них буквально, в смысле, не отходили ни на минуту. Не дали им возможности где-либо заплатить там за пропитание или еще за что-то. В общем, приняли их как дорогих гостей по самому высшему стандарту. Я это рассказываю на русском языке сейчас, я дальше продолжу на чеченском. Я хочу, чтобы люди знали, как чеченцы поддерживают друг друга и насколько мы друг друга любим, уважаем. Дальше я перейду на чеченский язык. Хамзат, Айса, Мурад, шунде рейс хойл да си дойшо. Бодек дис диз ацар хави эншхайнаат ансарс дүйтше шадик шашмоли лире шайн мона остел дире шайн хаушал мо дире дүйтше бодек дис диз чо оквешвар чо якам бинашсун. Шуном масар видео я здесь шюхает саха. Так шаш унцба отцол юхершайн цадошос маситдина шаш кюкште айбан лила вин шаш йодавич ханау аэропорт я истерес хуршун мачо дококте я шаче та проблемет отсна осто телефон та еще тела цар хаусар элир твэлч еще тела та проблемет шаш йодош лаха хайтел что хазал клач шаш давай табарш да си дойшо дейлерес хойл шуна вай ариант массарна оша хошбол нохчи вайнахан массан дейлерес хойшун да си дойлай
Dēl buhastam vai haus, laušie haus ištdolš, dēl imaņā saudo hīloja masu, dēl laušie dēžara, laušie dīzara loiloņi. Allahu akbar.